Доброго времени суток, дорогие друзья! Сегодня проект «Мы вам покажем» находится вновь в гостях на приусадебном участке у Иннокентия Аполлоновича. И сегодня мы вновь будем давать полезные советы по растениеводству. В частности, сегодня мы будем что делать, Иннокентий Аполлонович? Здравствуйте! Сегодня мы делаем размножение очитка пурпурного. Для тех, кто не знает, что такое. Очиток пурпурный – это местное растение, довольно распространенное по всей Якутии, кроме субарктики и Арктики. Он встречается повсеместно, но он привязан к скалистым местам, где есть вот эти вот останцы, приречные эти скалы, утесы. Он у подножия и даже на склонах растет достаточно обильно. Такое очень красивое и полезное лекарственное растение. То есть это и декоративное растение, и полезное? Да, у него очень высокие декоративные свойства. Даже после цветения мы посмотрим, название он пурпурный не зря носит. У него листья красно-фиолетовые. Красиво-листное и красиво-цветущее одновременно растение. То есть, посадив такое растение, вы получите не только визуальную красоту, да, но и еще потом можете его использовать в качестве лекарства. Да, сейчас многие люди обустраивают свои подворья. Некоторые, я это знаю, да, ко мне обращаются, консультируются. Они даже формируют каменистые сады, альпинарии. И вот он, очиток пурпурный, а также его сородич, очиток желтеющий, они применимы для альпинариев и каменистых композиций. В принципе, умеющие люди могут пересаживать все лето, а для большинства людей существует так называемый сезон весенний, который начинается где-то 10 мая и длится до 10 июня, 1 месяц. Осенний же сезон, который начинается буквально завтра, он более продолжительный. Начинается официально с 15 августа, с установлением прохладной температуры. Растения переносят меньший тепловой стресс. И он длится буквально вплоть до замерзания земли в конце сентября, в начале октября. Это в зависимости от условий каждой осени. Вернемся к герою нашей программы сегодня. Давайте покажем, как он выглядит. Вот очитки, два сородича, вот они это рядом. Это пурпурный. Это вот пурпурный, а это вот видно желтеющий. Вот такой. Они растения из флоры Якутии. Очень красивые. Они близкие родственники. Они близкие родственники друг другу и знаменитому, великому такому растению золотой корень. Всемирно известному, да, одному из самых важных адаптогенов, стимуляторов, да, золотому корню. Они имеют, кстати, такие же свойства, как золотой корень, но менее выраженные лекарственные свойства. Однако они очень целебны. И видите, они формируют огромную надземную массу. Считалось, что золотой корень, очитки, надо использовать корни. Однако последние исследования свидетельствуют о том, что трава, надземная масса, тоже полезна. Она уступает корням, но содержатся те же самые вещества. То есть можно и вершки, и корешки. И вершки, и корешки. Во-первых, это энергетик, стимулятор силы физической, умственной деятельности, стимулятор, что важно, иммунитета, ранозаживляющие, кровоостанавливающие свойства, противобактериальные, противовирусные свойства и даже как у золотого корня, противораковые, профилактика злокачественных опухолей. Вот так. То есть такое универсальное средство. Универсальное. И при этом он размножается достаточно просто. Может, мне это кажется, так как я умею. Но сегодня я попытаюсь показать, как размножать его. Заметьте, растение отцвело,
и при этом все равно красивое. Видите, листья какого цвета? Да. То есть это красиволистное, повторяюсь, да, и красиво цветущее растение. То есть это уже отцвело все, но все равно, Отцвело, а визуально как и будто так и должно было быть. Отцвело и сохраняет высокую декоративность. Да. И густота такая, обильность, да? Вот это? Обильная, обильная надземная масса. Если выращивать его на лекарственные цели, то дает очень большую массу. Да. С квадратного метра там, или с поля. Как размножается это растение? Размножается он семенами, которые вот сейчас формируются в этих корзинках. Ага. Вот они, семена. Семена формируются и размножается вегетативным путем, это делением корневища. Вот. Делением, что мы сегодня продемонстрируем. Да, то есть интересный процесс, то есть деление растения с помощью корневища, да? Подобные манипуляции еще каким растениям схожи? Подобные манипуляции можно делать со многими корневищными растениями, со многими. В частности, вот их сородичем золотой корень, да, который имеет очень высокие целебные свойства. Итак, хорошо, вот наше растение. Мы хотим, чтобы из одного растения получилось как минимум много. Сколько? Как минимум, ну, минимум 5-6, наверное. Да. А максимально это буквально в свое время я делил, получил с одного очитка где-то 30 деленок, так называемые деленки, от слова делить корневища. Сейчас мы практически продемонстрируем. Давайте, да? хорошо. Так, какой берем? Вот, Крайне? крайнее растение, которое залезло на грядку сеянцами черемухи. Так, вот так смело. Вот так смело. Оп. У меня специальная лопата. Вот это одно растение. Вот это вот одно растение. А вот его корневище. Вот вытащили такое достаточно мощное корневище. Видите? Ну, плотное, состоит как бы из отдельных частей. Вот обратите внимание, да? Сейчас мы убираем, последуем к моему экспериментальному столу. Вот, сначала срезаем надземную массу, смело, чтобы они не мешались при делении корня. Вот осталось корневище. И видим очень большое количество почек. Вон белые это почки. Из этого корневища смело можно получить, ну, 6-7 хороших деленок. То есть одно растение очитка пурпурного порождает 6-7. И растение достаточно быстро растет и развивается. Он буквально, вот эти деленки, возможно, даже зацветут на следующем году. Да вы что? Угу. То есть такое благодарное растение. Результат не заставит себя ждать, да? Вот. Нужен острый якутский нож или любой другой. И вы буквально смело вот так? Смело вот так вот прямо режу посередине сначала. О, какая красота. Давайте вот. покажем, вот как. Почки, они повсеместно. Почки, они повсеместно, поэтому не считаем их. Минимум должно быть 2-3 почки. Хотя бы, чтобы точно выросло. Да? Одна деленка получилась. И вот это тоже считается за деленку, потому что есть почки. Ага, 2 получилось. Интересно даже, сколько получится, да, с одного растения. 3 деленки получили. И вот этот вот остаток поделим еще на 2. Вас не должно беспокоить, вот это вот очень хорошо прорастет, потому что имеются почки. Растение очень живучее, экологически валентное такое, то есть неприхотливое. Вон у нас и так. Вон, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
Уже 7 есть. 7. Еще продолжаем. А еще продолжаем резать. Раз, Мгм. два. О, большая получилась. Пополам еще. Ага, еще пополам. 7, 9, 10, 10, 11, 12. Вот это вот не получилось. То есть нам Без почек. наличие, нам нужно не наличие А, корневой системы, корневой. да? А А наличие именно почек. почек. Ну, попробую все равно. Пусть будет. Ага, будет. А вдруг вырастет? Ага. Бывает и вырастает. Мгм. Там малозаметные почки бывают. Вот. 13, да? Мгм. 13, 14, 15, 16. С одного растения получилось 16 деленок. Ну, 14, минимум 14 из них прорастет. Точно. Ага, То есть, по прорастет. сути, у вас уже может получиться такая уже М. лужайка практически, да? Если вот их 15 посадить, и на следующий год они, возможно, а мы даже уверены, что они зацветут, и тогда у вас уже будет такой небольшой арт-объект на Ага. вашем участке, да? Растение применимо как в клумбах, Так. около дома самого, да? Мгм. Когда цветет, листья все равно красивые, и оно украшает Мгм. экстерьер дома. Мгм. Экстерьер. То, что снаружи, называется экстерьер. Да. Ландшафтный в- дизайнер. Сейчас Ландшафтный фитодизайн. И это очень такое актуальное Мгм. в этом плане А растение. что мы делаем вот с теми? Вот надземная масса. Да. Мы Она ее очень, как я сказал, очень Полезна. целебная. Из нее можно отвары готовить, как я сказал, тонизирующие иммунитет, силу, энергию, умственную деятельность. И прямо в свежем виде можно затолкать в обычную бутылку, залить хорошей водкой и получить настойку. настойку очень целебную. Но ее доза выше дозы радиолы розовой, ближайшего сородича, ну, где-то 2-3 раза. Если радиолу розовую половина чайной ложки, то из-за чутка настойку 1,5 чайные ложки. И эффект будет тот же самый. Да. А можно просто как букет подарить. своим Да. близким. Кстати, вот радиола розовая, она сородич, да? Близится осень. Я был в экспедиции, плохо поливал. Ну, вот они сидят. Похожие, да? Похожее растение. Похожее растение. Оно ранее цветущее. После подснежника Мгм. вторым зацветает радиола розовая. Вот, рыхлим землю. Сначала рыхлим на грядке землю. Можно я возьму лейку. Проливаем это. Перед посадкой поливаем. Для чего это делается? Чтобы растения, корневища меньше травмировались. Частицы почвы становятся более мягкими. Где-то вот рыхлим на 10 сантиметров на глубину. Почва должна быть вот Ага, более влажная. с песком, да? Ага. Песок. Растение вот привязано к скалам, Скалам. где много песка, да? Мгм. Поэтому вот почва где-то должна содержать 40% речного песка. Обязательно. Не горного песка. Горный песок, он имеет кислотную реакцию, pH, которая неблагоприятна для большинства растений. Вот земля уже мягкая. Отсюда берем посадку. Вот Зелёнка. одну деленку с почками, с хорошими. Рукой, я делаю рукой ямочку и высаживаю. При этом важно, чтобы верхушка торчала из земли. Вот она в этом году уже начнет немного прорастать и хорошо, спокойно переживет зиму. Еще одно покажем растение. И вот так Мгм. рядышком, друг за дружкой. Друг за дружкой
расстояние растения мощное. Это вот демонстрируем мы только. Не менее 10-15 сантиметров должно быть. А тут мы близко садим для демонстрации. Вот. Посадили. И оставляем так на осень, на зиму. Ага. И это вот обильно поливаем, чтобы корни немедленно стали осваивать новое свое место произрастания. Мгм. Вот. Таким вот образом. То же самое можно делать с сородичем, золотым корнем. Семейство их называется толстянковые. Это суккуленты, мясистые, заметили, наверное, да? Мясистые мощные листья, они аккумулируют влагу. Да. И поэтому эти растения толстянковые, да, запасают в тканях листьев много воды и в стеблях. И хорошо переживают это самое засуху. И они как бы предназначены для тех домохозяев, которые, ну, ленятся, редко поливают. То есть это растение для тех, кто не хочет сильно возиться на своих участках, но хочет иметь красивый визуальный вид и при этом еще и потом, возможно, использовать это для своего здоровья. Поэтому берем на заметку, отличное растение и, собственно... И оно многолетнее, да? Многолетнее, из года в год само вырастает. Надо только удалять сорняки и поливать. Всё. То есть, сделав за раз грядку, за раз, можно десятилетиями буквально иметь красивую клумбу. Иннокентий Аполлонович, мы посадили наше основное растение, про которое сегодня говорим, да, а вот здесь рядом находится тоже, казалось бы, какое-то интересное растение, то ли декоративное, то ли не декоративное, то ли это сорняк, что это? Вот это вот знаменитый хвощ пестрый, по-якутски чибаи, чибага. Чибаи, чигав. Хвощи вы знаете, да? Много хвощей очень в Якутии. Хвощ полевой, луговой, лесной и так далее, да? Чем примечательно вот это вот растение? Оно растет в гористых местах, в основном на севере. Хотя он имеется и в Алданских горах, на Джукжуре, на Джукдыре, на Учуре. Чем примечательно это растение? Его любят все животные. Все животные. Копытные животные – это лоси, олени, снежные бараны и домашние животные, да? Домашние животные, лошадь. В старину было замечено, путешественники, охотники, ну, при переходе через горные кряжи, да, лошадь обессиливала, заболевала, теряла силы, потому что грузы возили на лошадях, да, нагружали на одну лошадь до 200 килограмм груза. Конечно, некоторые лошади обессиливали. И люди, вот эти вот знающие люди, местные жители, якуты, эвены и русские тоже, да, они вот находили возле ручьев, возле горных ручьев копали снег, если хвощ есть, они смело оставляли лошадь. Чтобы она в этом месте. Буквально через неделю, бывает так, что они через неделю возвращаются, лошадь уже пришла в себя, нагуляла тело. Такое быстрый нагулятор жира, скажем, да, и восстановитель. А для людей? Чем же это объясняется? Объясняется тем, что растение очень богато кремнеземом, солями кремниевой кислоты. Кремний как действует, да? Если есть в рационе кремний, да, содержатся соли кремния, то облегчается, кремний это микроэлемент, скажем так, да, то облегчается и усиливается восприятие организмом всех остальных микроэлементов. То есть лошадь кушает вот этот самый хвощ пестрый,
а потом и вместе с ним кушает и другую растительность, другие травы. Просто они быстро усваиваются и более активно, несколько раз усиливается. Растение до сих пор белое пятно, его надо кропотливо изучать. Через месяц лошадь вообще превращается в такое упитанное животное, при этом она упитанная не животом, не живот растет, не висцеральный жир, скажем так, да, и вот этот опоясывающий наружный жир, а он целом весь, целом становится. И ноги толстеют, и холка, и бока, появляется жир такой, и при этом жир якутской лошади такой оранжевый. Оранжевый и такой плавкий, легкоплавкий, во рту тает, скажем так. А вот это вот, если жир, он такой жидкий, да, полужидкий жир, то лошадь лучше переживает вот наши минусовые температуры, которые вот на Верхоянском хребте почти до минус 70. Вот такое вот уникальное растение. И оно, оказывается, очень хорошо приживается, окультуривается. Буквально я привез кусочек небольшой из Верхоянского района. И он вот приживается. И не то, что приживается, он уже растет. Видите? Хвощ, он состоит как бы из члеников, да? Из сегментов таких отдельных. Ну, хвощ вот часто можно встретить, да, и, казалось бы, многие ведь тоже действительно недооценивают это растение. А для человека польза есть от этого растения или пока еще неизведано? Конечно, это и кремния много, а кремний – это коллаген. Считается, мир ввергли такой великий обман, да, что кальций укрепляет кость. Это кальций, он легкое такое сырье, которое легко добывать, и аптеки изобилуют всякими кальцитами, кальцивитами и другими кальций содержащими препаратами. А на самом деле это пустышки без кремния. Конспирологическая теория напрашивается, да, что делается это специально. На самом деле, если кремний укрепляет кости, улучшает кожу, из этого растения, у этого растения большое будущее. Можно делать крема, можно лечить пожилых и так далее, и так далее. Вот, поэтому, я думаю, еще будут изучать это растение. В скором времени появятся, как вы говорите, и крема, и косметика, и лекарственные препараты на основе хвоща. Да. Иннокентий Аполлоныч, спасибо большое за прекрасную такую информацию, за полезные советы. Ну а мы, дорогие друзья, напоминаем вам о том, что нужно заниматься растениеводством, занимайтесь, украшайте свои дома. Вот сегодня мы рассказали о прекрасном растении, которое можно посадить у себя, можно его размножить, совершенно в этом несложно. Соответственно, это есть некая экономия и бюджета, и ваших сил, да, и еще и лечиться можно. А если не знаете как, смотрите наши выпуски с Иннокентием Аполлоновичем, он всегда расскажет, все покажет. Это кладезь знаний, поэтому вам спасибо. Не прощаемся, увидимся. До новых встреч.